Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года для Девы. Карта недели. Шестерка бубновая. Отношения для тех, кто в поиске партнера, для тех, кто в паре, для тех, кто в ссоре. Это работа по найму, это свое дело. Финансы, проблема недели, удача недели, совет. Итак, шестерка бубновая на неделю для дев говорит о том, что вы счастливчики, вам будет вести абсолютно во всем. Если что-то было очень желаемо, оно будет исполняться. Вы даже, может быть, сейчас не предполагаете, каким образом, вот у вас просто удача такая вот в жизнь приходит. Кроме того, карта каких-то новых возможностей. Если вы боялись, что, допустим, что-то у вас не получится там с работой, или вы не встретите нужного человека, или с финансами какие-то проблемы, вот на этой неделе придут возможности, которые позволят вам решить все ваши вопросы. Если даже потеряли надежду, вот она к вам возвращается. Карта любых ситуаций, даже самых сложных, негативных, которые счастливо заканчиваются. И также вы, допустим, завершали какой-то проект, учились или еще что-то, это карта как раз вот положительных результатов, когда вы уже закончили начатое. Что еще можно сказать? У вас, скорее всего, будет какой-то выход на новый уровень, совершенно новый, то, что к чему вы не привыкли. У вас авторитет может появиться в какой-то области, может быть, в отношениях, может быть, в работе. Ну и, конечно же, вот карта очень часто связана с властью. Может быть, какое-то новое предложение, либо, наоборот, ограничение, связанное с властью, может разрешиться. Удачно для вас. Для тех, кто в поиске партнера, десятка бубновая говорит о том, что вы можете вполне встретить человека по интересам, когда будете чему-то вместе обучаться, либо у вас какие-то общие группы, в которых вы находитесь, либо у вас что-то с профессией с вашей связано. В общем, человек, который вам может здесь встретиться, это тот человек, который по интересам по вашим. Кроме того, вы знаете, вот очень часто по этой карте идет учитель, преподаватель, да, вот для кого-то может быть даже такое, может быть, знакомство, которое, кстати, вот может для вас быть очень долгосрочным, важным. Хотя, может быть, этот человек будет немножко такой, слишком серьезный, да, будет немножко старше вас или даже, может, много старше вас. Но в любом случае вас он здесь привлекает. Хотя он может быть не такой уж эмоциональный, да, он может быть сухой, серьезный, но вам с ним интересно, у вас совпадают интересы, и для вас это просто как подарок. Для тех, кто в паре, десятка трефовая. Карта говорит о том, что в отношениях ни в коем случае нельзя проявлять властность. Нельзя настаивать вот только на том, чтобы было все по-вашему, иначе могут быть сложности. Да, они разрешатся, конечно же, но много тогда может быть проблем. Зачем вам их создавать, когда их можно избежать? Кроме того, здесь у нас карта, связанная с деньгами. Может быть, вы будете решать какие-то важные вопросы вот именно в паре, да, которые вот с деньгами с вашими связаны. Может быть, как-то внезапно появится возможность много заработать, либо какой-то подарок большой там от родителей, от бабушек, дедушек, либо там от государства какая-то поддержка, субсидия или еще что-то такое, но очень это повлияет на ваши отношения. Может быть, у вас были ссоры из-за денег, да, а здесь вот как раз может все меняться. Вот личные финансы тоже очень часто идут по этой карте. Это значит, что вот у каждого из вас, возможно, скорее всего, будет вопрос, когда вы будете решать, сколько каждому из вас денег, допустим, тратить на себя, да, вот что-то такое. Либо, может быть, знаете, вот здесь вот финансы бизнеса, допустим, если у вас общие какие-то дела, общий бизнес, вы можете вполне решать тут эти вопросы.
Ну и, конечно же, здесь вопросы, связанные с начальством, вопросы, связанные с какими-то высокопоставленными людьми, да, которые вот могут каким-то образом, ну, что-то значить для ваших отношений, или, может быть, просто вы с ними контактируете. А также карта связана со здоровьем и питанием. То есть нужно подумать о том, что вы едите, правильно ли вы питаетесь, нет ли там излишнего какого-то поступления пищи, да, чтобы не было потом проблем со здоровьем, со весом и так далее, и так далее. То есть вот этим нужно заниматься. То есть вот как бы забота друг о друге, она присутствует. Такая, может быть, защита друг друга от такого внешнего мира. Очень приятная забота. А для тех, кто в ссоре, шестерка червовая говорит о том, что вполне возможно вы можете изменить те отношения, которые у вас были. Да? Поворот в лучшую сторону может быть. Здесь возможность улучшения ситуации, и даже полностью вы можете как бы договориться и забыть о том, что происходило. То есть очень хорошая карта. Но здесь просто так не получится. Здесь нужно обязательно вкладываться, да, нужно правильно подходить. Об этом тоже не нужно забывать. Конечно, судьба здесь помогает, но и вы тоже должны как бы вкладываться. Для работы выпадает, для тех, кто работает по найму, выпадает туз туз пиковый. Карта говорит о том, что, скорее всего, будет ситуация какого-то завершения, да, завершение проекта. Это может даже, кстати, быть и окончание вот какого-то дела. Может быть, даже вы вот на работе на своей хотите, может быть, даже хотите уйти, может быть, хотите поменять работу. Эта карта также часто говорит о том, что могут быть какие-то непонимание, да, то есть, допустим, в коллективе вы не понимаете друг друга с кем-то, либо начальник подчиненный, здесь могут быть какие-то сложности, могут быть какие-то неясные ситуации, знаете, недоговоренности, то есть человек думает одно, говорит другое, а делает третье, то есть тут тоже может быть такое не очень приятно. Кроме того, здесь еще вот хорошо будут идти вопросы, связанные с там, красотой, с искусством, да, с развлечениями. Вот здесь вот именно вот эта тема поднимается. Либо одежда, косметика, украшения, подарки, цветы. Вот здесь, может быть, в этих темах, вот если у вас деятельность касается этих тем, здесь может быть какое-то улучшение, перемена. Либо вы закрываете одну деятельность, открываете другую, то есть уходите с одного, а выбираете другое вот из того, что я перечислила. Ну и вообще карта, связанная с деньгами, да, когда у нас вот наличные деньги. И может быть как раз вот эта неделя, она такая эмоциональная в этом плане. То есть, либо, допустим, не выплачивают деньги, которые обещали, а вам, допустим, они необходимы, да, деньги заканчиваются. Или наоборот, вы здесь можете получить то, что вам вот долгое время не выплачивали. В общем, такие вот вопросы. Очень эмоционально здесь все задевает, все, за что бы вы ни брались на этой неделе, оно все будет как-то вас трогать. Несмотря на то, что Дева у нас знак вроде бы безэмоциональный, да, который как бы занят своим делом, да, и в этом черпает свое удовлетворение. Но вот здесь вот вас как-то все задевает. Какие-то процессы такие происходят, что вы как-то на эмоциях. Ну и как совет, не нужно этим эмоциям поддаваться. Вот лучше к своим качествам природным обращайтесь, они вас как раз поддержат. Может быть, даже не нужно здесь ничего заканчивать. Может быть, и наоборот, стоит как бы дождаться следующего утра, как говорят, утро вечера мудренее, да, то есть не принимать никаких решительных шагов, пока вы в состоянии таком, как бы в эмоциях, да, когда вы еще не можете трезво рассудить.
Для тех, у кого свое дело, семерка бубновая говорит о том, что для вас, скорее всего, это будет неделя переговоров, договоров, работы с клиентами, работы, ну, как бы, может быть, консультирование какое-то, когда вот вы один на один с человеком работаете, либо, может быть, кстати, это и новые партнеры какие-то появляются, да, но в любом случае здесь вот у нас постоянная коммуникация идет, обмен информацией, могут быть частые там звонки, встречи, переговоры, ну и вообще вот здесь очень важно, чтобы девы посвятили себя прям вот такой как бы информационной атаки, да, то есть нужно очень много вложиться в коммуникации на этой неделе для того, чтобы в работе все было хорошо. Может быть, даже подучиться чему-то нужно. Ну и также здесь необходимо ставить себе высокие цели. Нужно переходить на новый уровень, на какой-то, да, может быть, нужно договариваться с какими-то высокопоставленными людьми. Большие люди, большие деньги, вот это вот очень важно здесь. Ну и цены. Цены, скорее всего, придется на этой неделе либо уменьшать, либо просто делать какие-то скидки вот для того, чтобы все было удачно. Шестерка пиковая для денег выпадает. Ну и здесь, конечно, с деньгами могут быть действительно большие перемены. Во-первых, деньги зависят от какой-то структуры. Это или ваша структура, да, вот если вы, допустим, занимаетесь своим делом, бизнесом, то тогда от того, как вы выстроили вот структуру своего дела, от этого будет зависеть, сколько вы будете получать. Если вы работаете по найму, это все зависит от начальства, от организации, которая вот распоряжается как раз вот выплатами, да. И также эта карта связана с государством. То есть здесь вот могут быть выплаты от государства, какие-то субсидии и так далее, да, то, что вы можете как помощь получать от государства, а может быть здесь и наоборот вы платите там налоги, еще какие-то там аренды и так далее, да. То есть здесь какой-то такой есть посредник, который устанавливает правила, да, и от этого зависят деньги. Ну, вообще, эта карта, она, конечно же, связана с вашими амбициями, да, вот чем выше у вас запросы, чем больше у вас цели, тем больше денег вы можете, как ни странно, на этой неделе зарабатывать. Кроме того, знаете, такое ощущение, что ваши деньги здесь где-то находятся, либо на предприятии, либо там на счету в банке, либо там у государства, и оно еще как не может никак их вам выплатить. В общем, как будто бы власть и между вашими деньгами какие-то вот есть преграды. Кстати, по суду вы можете получать здесь деньги по суду, либо наоборот платить, юридические какие-то вопросы оплачивать. Проблема недели для девы, семерка пиковая. Проблема в том, что не хочется заниматься информацией, не хочется звонить, не хочется писать, не хочется, может быть, какие-то там оформлять бумаги, доверенности, да, не хочется учиться и получать дипломы. Вот в этом может быть проблема. То есть проблема либо в недостатке информации какой-то, да, либо в нежелании эту информацию получать, создавать связи и общаться. И в чем же будет у нас удача? Валет бубновый говорит о том, что удача будет в том, что вы сделали ранее. Если заслужили, раньше вкладывались, значит получите на этой неделе. Не вкладывались, но, естественно, результат аналогичный, да, то есть отрицательный. Также карта говорит о том, что удачно будет принять какое-то важное решение на этой неделе. Видимо, придется. Либо будет какая-то информация, которая вот просто вас в тупик может поставить или в такое шоковое состояние, либо может быть какое-то очень такое яркое происшествие, тоже непонятно, как на него реагировать, а решать все-таки что-то нужно. Вот, и удача будет в том, чтобы не откладывать, чтобы все вовремя сделать. Ну и, конечно же, разумно сначала рассудить, а потом уже что-то делать, какие-то шаги. Ну и также удача будет в том, чтобы,
может быть, лишнее все убрать из своей жизни. Это освободит вас и эмоционально, и энергетически. Это освободит там ваши деньги, ваше время и так далее. Ну и вплоть до уборки помещения. Совет. Валет трефовый. Здесь совет проявлять активность, проявлять все свои самые такие боевые качества, да, на которые вы только способны. И очень хорошее такое время для каких-то соревнований. Допустим, самим вам трудно сдвинуть себя с точки, да, какой-то, а вы можете, допустим, договориться с кем-то, таким образом посотрудничать, да, вот на перегонки, скажем так, да, посоревноваться. И вам тогда будет легче вот из этого вот неподвижного состояния выйти. Либо вы можете, допустим, обратиться к каким-то людям, которые уже активно действуют, да, и вот их энергия, она вас заразит. То есть не обязательно соревнования, да, вы можете, допустим, просто там на какой-то марафон подписаться или еще что-то в этом роде, знаете, когда вот вас заражают этой энергией, и вам легче тогда двигаться. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Удачи вам, здоровья, всего вам доброго, до новых встреч.